Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Руководителю одного из акционерных обществ в сфере добычи алмазного сырья предъявлено обвинение по уголовной статье «Растрата в особо крупном размере». По данным нашего источника в следственных органах, речь идет об экс-руководителе акционерного общества «Нижнеленская». Он растратил ценные бумаги, вексели на общую сумму более 143 миллионов рублей, которые без ведомства и согласия Совета директоров под видом оплаты по 3 фиктивным договорам подряда были незаконно и безвозмездно переданы коммерческой организации. Потом договор был расторгнут, работы не выполнены, а порядок возврата оплаты не определен. Экс-руководитель находится под подпиской о невыезде. Руководителя строительного кооператива «Стерх» задержали по подозрению в мошенничестве. Его доставили в следственную часть. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, руководителя кооператива подозревают в совершении мошеннических действий при строительстве многоквартирного жилого дома по улице Пекарского в Якутске. По факту возбуждено уголовное дело, проходят обыски. Следственным управлением МОМВД России Якутская возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий руководителя ООО «Стерх» при строительстве многоквартирного жилого дома по улице Пекарского города Якутска. В рамках расследования данного уголовного дела установлен и доставлен в следственную часть по РУПД Следственного управления МОМВД России Якутская руководитель данной организации, с которой проводятся неотложные следственные действия и обысковые мероприятия. Следственное управление МОМВД России Якутская просит обратиться всех пострадавших от противоправных действий руководства ООО «Стерх». Оперативники МВД установили незаконный вывоз крупной партии золота в Аймиконской артели в Якутии. 29-летний уроженец Забайкальского края был задержан в поезде на железнодорожной станции в Нерюнгре. В ходе досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 24 полимерных свертка с частицами металла желтого цвета. 13 из них были спрятаны им в ручке чемодана. Как оказалось, в свертках находилось рудное золото 999 пробы весом около 780 граммов и стоимостью по предварительной оценке свыше 2 миллионов рублей. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что золото похитил во время работы в одной из горно-рудных компаний в период с августа по октябрь. В федеральной повестке испытания российского комплекса «Авангард», о котором рассказывал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, успешно прошли в среду. Президент лично следил за ними, рассказывает Никита Конев. Российская Минобороны в среду объявила об успешных испытаниях ракеты комплекса «Авангард». Пуск был проведен из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. Снаряд поразил цель на Камчатке за 6 с лишним тысяч километров. За тестом наблюдал Владимир Путин. Президент поблагодарил создателей комплекса и поздравил участников испытаний оборонное ведомство. Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа. Уже в следующем году система «Авангард» будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству. О разработке комплекса «Авангард», а также другого сверхсовременного вооружения, российский президент говорил еще в марте, выступая с посланием Федеральному собранию. Тогда он заявил, что новые ракеты могут поразить практически любую цель на планете. И в завершении выпуска эксклюзив специально для зрителей нашей рубрики. Об особо важном из уст профессионала. Их работа скрыта от любопытных глаз. И сами они далеко не разговорчивые. Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел без преувеличения элитного подразделения Следственного управления Следственного комитета Якутии предпочитают не распространяться о своих победах. Они считают каждый обвинительный приговор по расследованным уголовным делам своей работой, рядовой, рутинной, ежедневной. В нашей рубрике зрителям представляется редкая возможность услышать того, кто мало говорит для прессы. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия, подполковник юстиции Александр Якушев рассказывает о том, как проходят расследования. Интересное дело мне запомнилось, которое было завершено в 2010 году. Там в Ленске были совершены серийные убийства в период где-то с разницей 2 года.
Между каждым убийством где-то было порядка от полугода. Обвиняемый в каждом случае тщательно скрывал следы преступления после каждого убийства. И эти трупы даже не удавалось найти первоначально, 2 трупа. Но когда следствие за это взялось, и когда уже была установлена серия, там было совершено убийство беременной девушки 20 лет. Убийство совершил путем отчленения головы от туловища с помощью ножа, достаточно объемного ножа, и затем с целью сокрытия следов преступления, значит, голову он спрятал, получается, в одном месте, он положил ее в муравейник в лесу, в одной части леса, а туловище он спрятал в другом месте, закидав его там землей и ветками деревьев. Сами останки, они были не в очень хорошем состоянии, потому что там лесной массив, там звери и так далее, и они растаскали часть, получается, по лесу, и здесь, соответственно, были определенные сложности. На костных останках были обнаружены плавки. Плавки определенного, получается, типа белья, которые сохранились в таком более-менее надлежащем виде и по которым можно было провести экспертизу в то время. И, значит, проанализировав вот эту ситуацию в то время, мною было получено судебное решение. Мы провели обыск в жилище обвиняемого, и при тщательном, получается, обследовании жилища был обнаружен бюстгальтер такого же типа и марки. Но лишь только экспертиза товароведческая смогла нам дать, определить и категорично как бы установить, что это один тип, получается, и марка одного бюстгальтера, что совпадало по цвету, потому, то есть это был один из признаков установления личности, таким важным, да. И следующим путем установления было, это очень сложная экспертиза тоже в то время проводилась. Экспертиза фотосовмещения, получается, черепа по прижизненным фотографиям лица. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза по документам, поскольку девушка, это, как я озвучил ранее, она была беременна, была на 6-м месяце. Да? И чтобы установить вообще факты беременности, также необходимо было проведение экспертизы. То есть вот этот комплекс сложных мероприятий, как бы он проводился достаточно оперативно, все это провели. Обвиняемый вину категорически отрицал по всем 3 убийствам. Получается, везде, по каждому эпизоду преступной деятельности была собрана достаточная доказательственная база. Все обстоятельства совершенных преступлений были надлежащим образом установлены, дело направлено в суд, и суд вынес обвинительный приговор по каждому из совершенных убийств и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и так далее. На этом пока все. Смотрите рубрику «Чрезвычайные происшествия», чтобы быть к ним готовыми. Берегите себя.